За 10 лет количество жалоб на работу управляющих компаний выросло в 13 раз. Это тема номер 1 обращений в службу Стройжилтехнадзора Коми. В прошлом году таких поступило 13 тысяч. Но дело даже не в качестве работы управляющих, а в количестве каналов обратной связи. Если раньше обратиться можно было только напрямую, сейчас это и электронная почта, и портал ГИС ЖКХ. В прошлом году запущено и мобильное приложение госуслуги.дом. Сначала гражданин пишет обращение в управляющую организацию. Управляющая организация должна своевременно отработать его заявку. И если она своевременно не реагирует, либо же реагирует, но как-то некачественно, потребитель ставит оценку деятельности управляющей организации, и автоматически вот эта оценка прилетает к нам в службу в виде сформированного автоматически уже обращения. Вот можете себе представить? Просто в геометрической прогрессии растет количество обращений граждан с начала этого года. На второй позиции вопросы, связанные с оплатой коммунальных услуг, отмечает Ольга Микушева. За март жители получат квитанции с корректировкой за отопление. Перерасчет в большую сторону вызовет новую волну обращений в службу Стройжилтехнадзора Коми. Для того, чтобы корректировки не было, необходимо переходить на фактическую оплату потребления тепла. Такая возможность у потребителей есть. Они на общем собрании, жители на общем собрании могут принять решение о начислении платы за отопление только в отопительный период. И тогда корректировки у нас не случается, и жители рады. Больше жалоб поступает из городов и районов, где есть дома без управления. Сейчас таких около 600. Большая часть в Печоре, в основном в поселках. Жилфонд ветхий, но не признан аварийным. Управлять таким экономически невыгодно. Оплата за содержание не покрывает расходы. А требования к управлению те же, штрафы высокие – от 200 тысяч. В последние годы эту проблему в регионе решают. Почти 1500 домов в Усть-Куломском, Уссылинском, Троицко-Печорском и Княжпогосском районах теперь под управлением. Служба Стройжилтехнадзора Коми помогает муниципалитетам и договаривается с управляющими компаниями. Предлагаем им заводить в такие дома управляющую организацию с перечнем работы и услуг, который гораздо меньше минимального, с тем перечнем работ, который обеспечивает только безопасность проживания в таком доме. Это прежде всего подготовка дома к зиме. Необходимо нам промыть, провести опрессовку системы теплоснабжения. Это обеспечить тепловой контур многоквартирного дома, обеспечить аварийно-диспетчерское обслуживание, то есть при возникновении аварийных ситуаций, чтобы управляющая компания вовремя приехала и устранила эту аварийную ситуацию. Ну и минимальный перечень работы и услуг, который безопасность обеспечит. В Сосногорске и Ухте пермская управляющая компания «Прикамье Сервис» взяла на обслуживание в общей массе 97 домов. Прошла по конкурсу, однако работать так и не начала. Зато плату предъявляла своевременно. Посыпались жалобы, начались проверки. В Ухте все дома своевременно были переданы другой управляющей компании. А вот в Сосногорске сделать это сразу не удалось. Сейчас по 25 домам договор расторгнут. Это жилье, где больше половины квартир муниципальные. В остальных домах сами жильцы должны собраться и решить вопрос о переходе на другой вид управления. В этом помогает администрация района и служба Стройжилтехнадзора. По 3 домам такие решения собственниками приняты. В суд службой Стройжилтехнадзора Коми направлено больше 30 административных дел. В Сосногорске, в связи с тем, что эта управляющая компания зашла по результатам открытого конкурса, вывести ее сейчас достаточно сложно. Управляющая компания за неисполнение требований законодательства будет привлечена, надеюсь, к административной ответственности, в том числе за грубое нарушение лицензионных требований. Она не заключила договоры на содержание внутридомового газового оборудования. Мы знаем, что это недопустимые вещи. Не заключила договоры на предоставление коммунальных ресурсов на содержание общего имущества. Эта же управляющая организация получила лицензии по другим субъектам. По этой же схеме зашла в Кировскую область и точно так же деньги собирает, ничего не делает. Управление домами – это бизнес, и случаются ситуации, когда компании конкурируют за обслуживание домов. И тут вмешивается служба Стройжилтехнадзора. Так, в Ухте в конце 2022 года произошла смена управляющей компании сразу в десятках домов. Но в итоге выяснилось, это незаконно, жители не принимали решения на собрании. Протоколы были подделаны, за что 3 должностных лица управляющей организации привлечены к уголовной ответственности.
В службе стройжилтехнадзора в Коми всего 120 сотрудников. Но работа не ограничивается коммунальной сферой. Инспекторы проверяют соответствие строящихся социальных объектов параметрам проектов, следят за соблюдением федерального законодательства, при использовании самоходной техники принимают экзамен, выдают права. Надзор за долевым строительством тоже на плечах службы. Сегодня в этой сфере проблем в регионе нет. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрган.